Селям алейкум, сайгалы, телесерджилер. Воскресенье, выходной день, а это значит, что пришло время готовить на любимой кухне Софрага Буйранес. И я рада встрече с вами. Не упустите возможности порадовать своих близких ароматным блюдом азиатской кухни, вкус которого запомнится надолго. Если вы хотя бы раз в жизни ели настоящий лагман, то вы будете любить его всегда. А расскажет нам о секретах приготовления данного блюда наш сегодняшний гость. Артист балета Государственного академического музыкального театра Республики Крым, лауреат государственной премии Марлен Аджарипов. Танцевальный почерк артиста балета нельзя спутать ни с чем. Четкий, тщательно отточенный жест, размеренное передвижение по сцене, предельный лаконизм костюмов. Это особенности, которые сразу же выделяют Марлена Аджарипова. Он не только искусно танцует, но и с каждым движением передает душевное состояние своего героя, его настроение и характер. На счету танцора множество почетных грамот и премий за добросовестный труд и высокий профессионализм. Но несмотря на это, главным девизом Марленбея остается самосовершенствование. Ведь для него любовь к театру и спорту являются неотъемлемой частью жизни. А сегодня артист балета Марлен Аджарипов поделится рецептом невероятного блюда азиатской кухни, о котором вы скоро узнаете в программе Софрага Буйранес. Марлен, селям алейкум. Алейкум селям, Анечка. Рада видеть тебя у нас. Взаимно. Очень рада видеть театрала. Наконец-то к нам пожаловал человек из театра. Салончик. Так, ну что, мы будем с тобой сегодня готовить лагман. Почему именно это блюдо? Ой, ну, во-первых, он сытный очень. Это и не первое блюдо, и не второе. Вот такое вот какое-то что-то среднее и очень вкусное. Я как-то его попробовал лет 15 назад и понял то, что это, наверное, одно из самых вкусных блюд в нашей крымско-татарской кухне. Давай перечислим, что у нас есть сегодня на столе. Нам нужно будет мясо, говядина. Так. Желательно бедренная часть, потому что она такая самая мягкая, она меньше всего напрягается, поэтому будет лучше всего. Морковь, помидоры, картофель, баклажан, кабачок, лук и красный перец. Ну, зелень, вермишель. Конечно, лучше было бы для лагмана лапша домашняя. Но если у вас под рукой нет, можно взять обычную вермишель магазинную. Можно заменить. Да, разрешается. Можно заменить, да. Главное, чтобы было из твердых сортов пшеницы. Поэтому, чтобы оно не разваривалось, чтобы было целенько, было аккуратно. Мы все ингредиенты режем на маленькие кубики. Я займусь мясом, тебе предлагаю взять лук и порезать его на маленькие кубики. Я вообще не хочу держать в секрете то, что мы с тобой знакомы очень давно. Мы с тобой давным-давно танцевали в одном ансамбле. Ну, и не надо. Да, это не секрет, это правда, дорогие друзья. Так оно все и было. Расскажи мне о своем вообще знакомстве с хореографией. Как это произошло? Меня просто мама взяла за ручку, привела в ансамбль, сказала, вот там есть ансамбль, хочешь танцевать? Я говорю, да, хочу. Я был всесторонне, старался быть развитым всесторонне. Ходил в музыкальную школу, занимался всякими единоборствами, как все мальчишки. Вот. И мама предложила сходить на танцы. Ну, я сходил, одно занятие, и мне этого хватило. Так, хватило, вот, чтобы что? Хватило так, чтобы я на всю жизнь остался на сцене. Верен в своей профессии, да. Я поступил в университет на народную хореографию. Ну и ближе к концу 4-го курса меня пригласили в музыкальный театр на просмотр. Сказали, можно прийти, просмотреться, мы набираем артистов балета. Ну, так получилось, я пришел, просмотрелся. Понравился главному балетмейстеру, и меня на следующий день уже взяли на работу. Как давно это было? Это было 8 лет назад. 8 лет ты уже трудишься? Да, 8 лет уже я преданно служу театру. Никогда не жалел о том, что выбрал именно эту профессию? Нет. Пока еще ни разу даже не задумывался, чтобы уйти или пожалеть о том, что вот я выбрал, тяжело ли это, легко. Никогда не думал. Дорогие телезрители, мы нарезали мясо прекрасными вот такими вот аппетитными кусочками. Лук тоже готов. Что будем теперь делать? Снимаем крышечку. Снимаем крышечку. Да, наливаем туда масло. Сколько? Грамм 50 нужно нам количество.
пока это все будет жариться, будем уже нарезать остальные ингредиенты. Все, отлично. Часто готовишь вообще это блюдо? Ну, когда как просят. Близкие, друзья, родные. Вообще, просят, вообще готовить любишь? Да, очень. На кухне вообще... Это твое, да? Я захожу, если я захожу на кухню, все, я начинаю фантазировать, что-то готовить, какое бы это блюдо ни было, всегда хочется что-то новое туда внести, чтобы вот оно как частица. Потому что творческий человек, понимаешь, не просто строго по рецепту, а возьму-ка я и сделаю что-нибудь эдакое, да? Да. Вот, теперь ждем, когда немного нагреется масло на курице, и закидываем уже мясо. Вернемся к театру. Успехи настолько хороши, что в 2018 году тебе Совет министров и глава республики Сергей Аксенов вручили грамоту. За какие заслуги, расскажи? Ой, ну за преданность своей работе, за доблестный многолетний добросовестный труд. Мне позвонили и сказали, что вас беспокоит Совет министров. Мы приглашаем вас на День Республики Крым в Совет министров для награждения. Даже не сказать, для какого награждения, для чего. И когда я уже непосредственно пришел туда, когда наш глава Сергей Валерьевич вызвал меня и наградил грамотой и медалью, тогда я не ожидал этого всего. Я стоял, даже там фотография есть такая, чуть ли не лопнул от счастья. Вот. Ну, приятно же, правда? Эмоции, наверное, переполняли. Да, очень приятно. Это даже неописуемо такое внутреннее состояние, когда труды наши оценивают на таком высоком уровне. Солим мы уже блюдо в самом конце. За 10 минут примерно до уже полной готовности. Театр. Вот я не могу прям сегодня, у меня вот цель разузнать все. Что приходится танцевать чаще всего? Давай так. Ну, так как у нас музыкальный театр, больше всего мы танцуем мюзиклы, оперетты, балеты. Ну, чаще всего все-таки приходится на мюзиклы. Да. У нас в месяц бывает по несколько спектаклей именно мюзиклов. Бывают еще симфонические программы, оперетты и так далее, но мюзиклов у нас больше всего, так как музыкальный театр у нас. Марлен, график плотный, я так предполагаю. Да, график у нас очень плотный. И я знаю, что у вас 2 вызова на работу в день. Так ли это? Да, абсолютно верно. Ну-ка, вот расскажи. У нас рабочий день начинается с 10:45. Тренаж, да, судя по всему? Да, мы в 10:45 приходим в балетный класс. У нас час классического урока, разминка такая. Вот. Потом мы уже идем по репертуару. Либо постановочная, либо просто репетиционный процесс идет. Это все длится до 14:00. Потом нас отпускают домой, буквально несколько часов, до 6 вечера. Мы в 6 пришли, в 7 спектакль. Час загримироваться, и с 7 до 9 спектакль. Если нет спектакля, то мы приходим в 6 и до 9 репетиция. Какой нелегкий труд. Вы практически живете на работе, Марлен. Да. Мне хочется тебе чем-то помочь. Так, Давай, что мне взять и нарезать? Возьми, наверное, морковь. Морковь. Да, и нарезаем также кубиками. Где искать свободное время? В выходные. Они бывают хотя бы? Да, 1 раз в неделю, в понедельник. На чем работаете сейчас, расскажи, вот последние. Сейчас вот у нас буквально завтра Так. у нас будет не репетиция, а премьера нового спектакля «Роман о девочках». Вот. Также мы сейчас работаем над вечером балета. Это что будет такое? Это будет вечер, посвященный балету. Будут полностью все балетные номера, и современная, и классическая хореография. Вот, кстати, давай, раз мы об этом заговорили, что тебе больше по душе? Я знаю, что ты учился на народном отделении. К чему все-таки лежит больше душа? К исполнению какого танца? Мне нравятся все направления танцев. Какую задачу ставит балетмейстер, мы ту и работаем. Многие артисты балета параллельно, либо позже там переквалифицируются, можно так сказать, да, в педагогов. Есть ли у тебя желание преподавать когда-либо? Может быть, не сейчас, в будущем? Не, ну, конечно же, есть. Есть почему? Потому что хочется своим опытом сценическим делиться с молодым поколением, учить их культуре,
Так. национальной, вообще культуре хореографии, культуре поведения на сцене. Этим всем своим опытом хочется делиться. Вот поэтому, конечно, в будущем, в перспективе есть стать педагогом. Ну, Марлен, вот мы и нарезали морковь, помидор. Так, что теперь? Так, нужно посмотреть мясо. Если оно там, в принципе, уже поджарилось, да. Оно уже такое золотистое, можно уже закидывать лук. Давай. Марлен, ну, о танцах мы немножечко поговорили, но я знаю, что у тебя еще есть роли с текстом. Да, имеется одна такая роль. А расскажи, что это за спектакль или что это? Мюзикл, может быть, ты там поешь? Нет, это драматический спектакль под названием «Прощай, конферансье». Говорится о труппе артистов, которая ездила по гастролям, вот, и в один из их концертов объявили о том, что началась Великая Отечественная война. Вот, и эта бригада артистов каталась по фронту, развлекая наших бойцов во времена войны. Для них бригада артистов давала свои концерты. Вот. В чем заключается твоя роль? Моя роль заключается в том, что меня в этом спектакле зовут также Марлен. Я крымский татарин, артист филармонии. И я играю, можно сказать, самого себя. Танцора. Текста много? Достаточно, хватает. Сложно ли было переключиться вот с танца на текст? Ну, согласись, не всем же под силу, правда? Ну да, это я больше привык показывать свои эмоции молча и показывать все в движении, в танце. Причем роль такая сложная. Там в конце меня немцы повесили. Вот. В конце Ничего концов, себе. на войне вся бригада артистов погибает. Вот. Ну, чтобы люди просто убедились, посмотрели спектакль сами, я приглашаю их. У нас вот скоро будет спектакль этот в апреле месяце. Точное число не подскажу. Вот, но у нас есть в репертуаре, можно посмотреть. Еще знаю, что ты занимаешься акробатикой. Это как хобби, да, больше как хобби. Мне просто это нравится, и для сцены это, в принципе, всегда зрелищно, всегда красиво. Вот поэтому я и занимаюсь. Как учился этим трюкам? Дома. Все делал дома, я в акробатике самоучка. Даже в балетном классе просто застилал балетный класс матами, смотрел видео, как пытался повторить, Да, я я пытался понимаю. повторить. Разбирал по кадру, замедленное движение, на паузу. Ну, с раза 200-го трюк получался. Да вот, кстати, о закулисье хочется поговорить. Вот расскажи, атмосфера работы в театре какая? Я тебе скажу то, что у нас такая одна большая, можно сказать, даже большущая семья, состоящая из артистов балета, артистов хора, артистов-вокалистов, солистов, оркестр. Ну, даже не то чтобы все артисты, а весь театр. Начиная с костюмеров и заканчивая, наверное, билетерами, которые с самого внутри до самого конца, можно сказать. Вот. Приезжают и с материка, вот. Ага. Но и большинство у нас ребят хватает с университета культуры толковых. Так, слушай, ну вот с моряка приезжают ребята. Все-таки кто лучше танцует? Наши крымчане или из материка? На материке есть более развитые школы хореографические, поэтому дети приезжают уже сюда, к нам в Крым, более подкованными. Но в любом случае они проходят через наш университет культуры, который уже выпускает специалистов, готовы работать уже у нас в театре. Так, кабачок или баклажан? Что? Что нравится больше? Их будем бросать одновременно, поэтому... Тогда ладно, хорошо. Тоже кубиками? Да. Вот такого же размера Да. подойдет? Пора морковь закидывать. Пора закидывать морковь. Итак, как настроиться на выступление? Ну, в зависимости от роли. Примерно, если какой-нибудь спектакль, где нужно играть влюбленного, либо просто какой-то шуточный номер, ты, в принципе, больше думаешь о хореографии, о физических своих Данных. Да. Возможностях. Чтобы физически подготовиться. Так. Иногда бывает такой, вот у нас есть балет прекрасный, Бахчисарайский фонтан, и мне досталась там роль полководца, Нурали.
Он такой весь жесткий, такой, ну, как бывают настоящие военные полководцы, как Так. были в те времена. Интересно. Во времена хана Гирея. И к этой роли приходится готовиться уже, можно сказать, с утра уже ты идешь, смотришь на все вещи как-то так, вот, можно сказать, свысока, жестко, чтобы можно было выйти на сцену, не просто стоять за кулисами, а потом вжиться. И уже с самого начала, буквально уже даже за 3-4 часа ты уже готов. Уже полностью готов к спектаклю. Ну, родители ходят на спектакли, на мюзиклы, посещают? Да, они приезжают на все мои премьеры, на все спектакли по возможности. Вот, они всегда рады, мама всегда интересуется, что у вас есть новенькое, на что можно приехать. Вот. Так, могу ли я утверждать, что родители самые близкие люди, которые вот действительно тебя поддерживают в твоей профессии, к которым ты обращаешься за советом, за каким-то? Я думаю, да, самые близкие это все-таки родители. Пока родители. Марлен, чем тебе помочь? Так, подай, пожалуйста, мне помидоры, потому что уже нужно закидывать помидоры. И нам из специй понадобится паприка. Паприка у нас есть. Вот, помидоры и паприка. Если нет помидор, можно добавить томатную пасту. Вот. Паприка. А сколько паприки нужно? Я думаю, 2 щепоточки нам будет достаточно. Такие небольшие. Нам только для цвета нужно это, чтобы наш лагман получился красивый. Выезжает ли театр на гастроли? Недавно мы были в Москве, показали отчетный концерт на 1,5 часа. Самая запоминающаяся поездка у нас была несколько лет назад. Мы катались с балетом «Ромео и Джульетта». Так. Мы были 21 день в дороге, и за 21 день мы отработали 20 спектаклей. Так, теперь пока у нас это все жарится, можно ставить воду для макарон. Как раз у нас уже к этому все Все, подойдет. вот, пожалуйста, есть водичка. Пусть нагревается Пусть она водичка. нагревается. Крышечка. Давай сейчас закинем баклажаны и кабачки, пусть это все тушится Давай. на медленном огне. Итак, баклажаны. Мгм. Какое любимое блюдо у тебя? Я вообще очень люблю мясо и, честно сказать, в любом виде. Нет такого прям, чтобы любил вот одно блюдо и все, вот оно самое такое. Вот мясное, вкусное блюдо. Теперь закрываем крышечку, да, и пусть потихонечку тушится. А сколько? Думаю, минут 10. Минут 10. Да. Хорошо. За это время я Как раз я уверена, тебе что помогу. я справлюсь с картофелем. Да. Я знаю, что ты занимаешься спортом. Ну, занимался, ну и так сейчас иногда поддерживаю форму свою. Боксом? Карате занимался. Карате? Да. Мгм. И знаю, что и занимал даже места какие-то, и выступал. Да, были и- даже такие интересные моменты на Кубке Крыма, участвовал на Кубке Крыма. Занял, конечно, не первое, третье, но призовое место, да. Тоже очень даже достойно. Почему все-таки не продолжил именно это? Ну, я никогда не думал о себе как о бойце. Я любил ринг, я любил соревнования, во мне просто был такой соревновательный дух. Нравилось побеждать, соревноваться с кем-то. Но я занимался спортом просто для общего развития, чтобы быть физически развитым и довольно-таки сильным юношей. Вот. Только для этого. А хореография – это была моя профессия. Как бы я уже с юношеских таких ранних лет я уже задумывался о будущем и знал то, что я буду танцевать. У нас пришло время закидывать перчик. Не терпится уже. Давай. Он буквально несколько минут сейчас обжарится, и можно будет закинуть сразу же картошечку. Ну все, каждый ингредиент теперь мы тушим буквально по 5 минут, не больше. Теперь берем вермишельку. Так, Вот. Я думаю, сколько? вся вермишель это будет много. Я думаю, половину, если мы возьмем, Мгм. будет более чем достаточно. Итак, сколько часов нужно заниматься, чтобы достичь успеха? Часов в день? Но я занимался еще будучи студентом примерно в среднем 7 часов в день. Это как нужно любить свою профессию, да, все-таки, чтобы
чтобы столько времени ей посвящать. Ну да. Так, у нас здесь, в принципе, перчик начинает уже немного завял. Я думаю, можно кидать... Пришло время картофеля. Да, кидаем картошечку. Итак. Даем также буквально несколько минут, чтобы картошечка подтушилась. И будем заливать это уже водичкой до полной готовности. А тем временем макароны у нас как поживают? Макароны кипят. Скоро, думаю, уже будут, буквально через несколько минут уже будет готово. Отлично, отлично. Заливай. Всю? Да, прекрасно. Все. Так, теперь ждем. Макароны мы выключаем. Даем буквально минуточку остыть. И ждем, пока будет готова картошечка. Соль. Сколько соли? Так, я думаю, половину вот столовой ложки нам пока будет достаточно. Сейчас мы будем пробовать. Будем пробовать, смотреть. В театре, будучи зрителем, смотришь просто как зритель, как все остальные, или так, здесь это не так, ага, там неправильно то сделал, так, а вот это сейчас должен сказать то-то или то-то. Нет, я когда сижу в зале, я не стараюсь оценивать артистов как профессионал, как коллега. Как коллега. Я стараюсь смотреть как зритель, стараюсь пережить, как это переживает зритель. И, в принципе, мне нравится вот просто сидеть и не думать, кто что-то не сказал, кто что-то не спел и так далее. Не какую-то фразу, если я знаю спектакль. Просто смотреть на игру артистов, как они живут этим. Вот мне нравится это. Итак, я сливаю воду с макарон, и осталось нам выдавить чеснок и посыпать блюдо зеленью. Вот. Теперь засыпаем зеленушечку. Буквально 3 минуты, блюдо будет готово. Марлен, ну, наконец-то время ожидания нашего блюда подошло к концу. Готово все, готовы макароны, готова наша вот эта вот масса, скажем так, почти лагман, да? Так, что теперь мы будем с тобой делать? Теперь нам нужно взять немного подсолнечного масла, подай, пожалуйста. Мы это освежим буквально несколько грамм. Угу. Немного размешаем. Теперь мы берем щипчики и накладываем уже непосредственно сюда в мисочку. Так, вот сюда. Прекрасно. Теперь накладываем уже непосредственно сам бульончик вместе со всеми овощами. Кто любит побольше бульончика, мы можем просто долить сверху водички, и у нас получаются вот такие здорово порции. Да, аромат такой. Да, аромат стоит невероятный. Красиво укропчиком. Вот можно по вкусу базилик, в принципе, кто что любит, сельдерей, петрушечку, зеленый лучок. В данном случае у нас укропчик, да. Сайглы достлар, артисты умеют не только блистать на сцене и перевоплощаться, но и готовить вот такую вот вкусную пищу. У нас получился настоящий лагман, аппетитный, ароматный. Мне очень нравится. Я думаю, нашим телезрителям тоже понравится этот рецепт. Марлен, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям? Любви, доброты, терпения, мирного неба над головой. И, конечно же, всегда ждем на наши спектакли. Анечка, я к тебе сегодня пришел не с пустыми руками. Хочу тебя пригласить к нам в театр на спектакль «Мост над рекой». Чё, Савол, очень Мы будем приятно. очень рады. Я буду вдвойне рада посмотреть на вас в деле. Очень хочется действительно это увидеть. Чох Савол нас за вот такое вот приглашение, за рецепт, за общение, за то, что был сегодня с нами. Савол. А вам, дорогие телезрители, я желаю по-настоящему доброго, удачного и вкусного дня. Аштатлы Олсун. До новых встреч!